был в отеле, только что. И есть сильное ощущение, что его джентльмен, выходящий из отеля, потерял. Я когда подходил к выходу, пытался откликнуть дом, но он сделал это пили. Вот держите ключи. Анатолий Григорьевич. Вы проживаете на нашем отеле? Да. Не могли бы вы сказать слово номер? Если что, это теряли. Да, конечно. 8914 299 0695. Да, вот держите. Спасибо. Как вы решили данную ситуацию, замечательно, я напишу. Как вы делаете? Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, администратор, я могу помочь. Вот скажите мне, откуда вы горничных берете? Как я могу помочь? Анжелика. Анжелика, скажите, пожалуйста, Анжелика, какого номера? Номер 506. Я вернулась по процедуре, хотела отдохнуть перед вашим собранием. Зашла в ванную и обнаружила, что горничная вылила мою жидкость вместе с визитами. Она, по-моему, даже это мусор, что ли? У меня встреча через 2 часа, а у меня нет ничего или что мне придется сделать? Подождите, пожалуйста, минуту, я позвоню горничной. Здравствуйте, администратор. В номере 6 произошла проблема при уборке номера. Жидкость один вылили. Действительно ли это так? Спасибо, я жду. Я жду. Вы меня слышите? Сейчас, одну минуту, пожалуйста, я сказала горничной. Отлично. У меня нет времени, я хочу через полгода готовилась. Не могли бы вы сказать, фирму своих денег? Что еще раз? Не могли бы вы сказать название своих денег? Озон. Жидкость такой же? Да. Мы постараемся в течение 10 минут решить данную проблему и решить вопросы. Но скрывать свои изменения и как изменить, какие предложения вам нужно на нашей стороне. Хорошо, спасибо. Всего доброго, до свидания. Ожидайте, пожалуйста.
되거든요. Повторяем первое задание на английском. Hi, after checking, I started to make my mistakes, and in 10 minutes, I moved the word and pleasing smell. I found somebody almost eating this in wardrobe. What would have happened? Don't you think the room hole is disgusting? Do something. Can I have your name? My name is Neil Fidel from room number 448. Все так, больше ничего нет. Всего доброго, удачи. Всего доброго. Всё готово? Hi, I started thinking. I started to make my mistakes, and then I thought, okay, I'm really now. I don't find almost completely wardrobe. How does that happen? That's just in the room hole. This is something. Good morning. My name is Juliana. Can I have your name, please? My name is Neil Fidel. Your room number?
My room number is 408. Repeat your complaint, please. So, I just checked in. I started to unpack my things, and in 10 minutes I felt a very unpleasant smell. I found someone uneaten wardrobe. How could that happen? Don't you in the room at all? Okay. Certainly, I tried to I called from the room from Maryland. hello, this is reception. Yes, from Information is accepted. Goodbye. your problem Alright, thank you. anything else? That's it. So, goodbye. Okay, have a nice day. Bye bye. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Чем я могу помочь? Я ключ подобрал фото модели сегодня. Я действительно ощущение, что вот это подходящее для этого. Я когда подходил к ключу, там реально какие-то вот здесь ключ. Мы проверим. Пожалуйста. Ладно, наверное. Вот скажите мне, откуда вы горничных берете? Здравствуйте, меня зовут Яна. Чем я могу помочь? Я вернулась после спа-процедуры, хотела отдохнуть перед вашим собранием. Зашла в ванную, я обнаружила, что вы облила мою жидкость для лиц. Может, это мусор, что ли? У меня дверь через 2 часа, у меня нет все ни низ или лицо. Что мне надо сделать? Валерия. 506. Хорошо, Валерия, я сейчас постараюсь решить вашу проблему. У меня нет времени, я же быстрее полгода готовилась. Мне нужен класс, покушай свою личку. Горничная. Здравствуйте, это женщина. Вот, пожалуйста, номер, можно узнать ваш номер комнаты сейчас? 506. Вот из номера 506, пожалуйста, слово ее, вам требуется жидкость спасибо, тоже жажда полгода. Вы можете видеть, как я делаю, Да, хорошо. хорошо, спасибо. Я поняла, службу женщин, а часто в течение минуты решать ваши проблемы. Извините, мне там что я могу еще сделать? Это все. Хорошо. До свидания, удачи.
Создание. Да. Ты готова? Да. Да? Хорошо. Hi, I have just checked in. I started to back my station and in 10 minutes later I felt away from the smell. I found someone cooking pizza in warehouse. How did that happen? Because it's the original, then it got to do something. No, but I found it all eating pizza in warehouse. Okay. Don't worry. I will Germany and see you place. All right. Oh, oh. Я тут ключ показал, я его только сказал. Есть сильное ощущение, что там для меня потерял. Я когда подходил, кто-то кликнул, но он уже сделал это впереди. Вот я все ключи. Да. Анатолий ГСД, 39. Да. Хорошо. Нет, спасибо. Это все. До свидания.
506. Я поняла, что служба прокуратуры хотела обратиться перед собранием. Слова я обнаружила, что город прямо специалистами. Она думала, что это лучше, что ли? У меня здесь 2 часа, у меня нет еще 1 миллиард. Что мне приказ делать? Да. Хорошо, сейчас я позвоню. Подождите, пожалуйста. Здравствуйте, это ресепшн. Хоть намерить, можете поговорить с Вы совсем обалдели, это надо, у меня нет времени. Ну и что, мне теперь надо попасть по собранию, я вас с трудом вижу. Сначала в любом магазине поедем, а потом на один день. Уезжаем через полчаса. Да. Ленина 7. через полчаса вы должны. Да. Машина на Ленина 27, другой Ленина 9. Здравствуйте, хорошо. Мы вызовем. Хорошо, машина приедет к этому. Лангуля Прада 509. Хорошо. До свидания. Ваша машина будет через полчаса, Это все. Все задание закончили. Скажи, как будешь готовы? Я говорю, скажи, как будешь готовы, мы начнем. I have just checked in. I started to snack my savings and then minutes later, I saw a very
smell. I found nobody almost completely wardrobe. How did it happen? Don't you think they're little disgusting? Do something. Do you hear me? Hello? Do you hear me? Shout something. Hello? I found nobody almost completely wardrobe. Hello? Да, конечно. Приветствую, я тут ключ от одного входа в отель только что. Есть сильное ощущение, что его джентльмен, выходящий из отеля, потерял. Я когда подходил, звук вышел. Ситуация объективный, потом так сидел. Важно кричит. Что? Повторите, пожалуйста, я могу услышать. Пропустить? Вот скажите мне, а где вы горничной берете? Hi, I have information. I started to bed my thing and 10 minutes later I felt the breaking smell. I don't know what it is.
Meeting where what happened? You just in the room at all. Just discuss. Do something. Приветствую. Я слышу, что было подложили только что. Есть сильное ощущение, что его состояние выглядит для потерял. Я когда подходил к кухне, пытался отвлекнуть, но он уже сделал такие. Вот я же я увидел, как он делал профессию. Не знаю. Да, просто ключи. Я не знаю, может быть, хоть машины, я не знаю. Что? На этом все, я могу идти уже. До свидания. Вот скажите мне, откуда вы горничную берете? Что еще раз? Так, я вернулась из вашей процедуры, хотела вернуться из вашего собрания. Зашла в ванную и обнаружила, что горничная вылила жидкий реагент вместе с линзами. Она подумала, что это мусор, что ли? У меня встретились через 2 часа, у меня нет еще один линз, я не помню, что мне пытаются сделать. Я вернулась из процедуры, хотела вернуться из вашего собрания. Зашла в ванную и обнаружила, что горничная вылила жидкий реагент вместе с линзами. Она подумала, что это мусор, что ли? У меня встретились через 2 часа, у меня нет еще один линз, я не помню, что мне пытаются сделать. У меня нет времени, я тебе встретились полгода до вывода. Вы здесь? Вы слышите меня? Сделайте что-нибудь. Что?
Я вас не понимаю. Повторите еще раз. Да. Хорошо. Как больше задание закончили, заданий больше нет. Больше нет.
Добрый день, уважаемые слушатели. Отеля «Альфа». Меня зовут Лёша Дмитриевич. Всем ли вам нравится, что вы слушаете высокий уровень количественного баланса? Сегодня я проведу инструктаж на тему балансового ограничения. Сначала хотела бы понравилось проведение упражнений во время инструктажа. Не разговаривать, не отвлекаться, отключить сотовый телефон или поставить их в беззвучный режим. Все вопросы задавать после проведения инструктажа. Как вы правильно изучала данная тема, но таких случаев, к сожалению, очень важно данная ситуация сохранять спокойствие. При вооруженном ограблении При вооруженном ограблении нашей основной задачей является не сохранение денег в первую очередь, а обеспечение безопасности Мы не должны провоцировать грабителей на агрессию. Следует разговаривать с ними спокойно, но при этом очень внимательно изучить внешний вид, постараться запомнить детали какие-то, может быть, татуировки у них есть или шрамы. Запомнить голос, манеру общения. Ни в коем случае не нужно с ними спорить. Следует подчиняться требованиям и соглашаться с условиями. Двигаться нужно без резких движений. Любое ваше движение они могут воспринять как угрозу. Поэтому при любых ваших действиях, шаг в сторону, шаг вперед, следует предупредить об этом сотрудника. Обратите внимание на то, к чему он прикасается, чтобы рассказать ему об этом полиции. После того, как вы отдали деньги, грабитель кинул отель, незамедлительно наносите сигнал тревоги. Обратите внимание на то, в какую сторону пошел или поехал грабитель. Если был он на машине, то следует запомнить. Если сможете марку машины, цвет, номера. Пока ждете полицию, запишите на листочке то, что успели запомнить грабители. Сообщите менеджеру о данной ситуации. Идите, пока приедет полиция. Постарайтесь ограничить место преступления от посторонних людей. Вам нужно будет запомнить лист описания ограбления и раздать детали. Итак, перейдем к логике. Что необходимо прежде всего делать? То есть главное не сопротивляться, говорить спокойно, отдать деньги, нажать на кнопку тревоги, встречать полицию мода, напомнить здание грабителей, сообщить дежурному менеджеру о происшествии. Также, когда приедет полиция, вам нужно будет заполнить лист ограбления. Там будут такие пункты, как это пол грабителя, его национальность, рост, цвет волос, цвет кожи, форма лица, его телосложение, глаза какого цвета, как выглядит нос, зубы, может, у него какой-то зуб. Отличительные какие-то черты, как я уже говорила, татуировки, шрамы, на участок тела, одежда, был ли он маленький, был ли он в перчатках, какой примерно у него возраст, какое оружие, если вы разбираете, автомат, пистолет, и куда пошел грабитель. Также в конце листа нам нужно будет поставить свою подпись и фамилию. Есть ли вопросы у вас по данной теме? Все ли понятно? Здравствуйте, я бы хотел спросить, что мы должны предпринять, если грабители будут требовать деньги, но карта будет заблокирована? Как я могу вам обращаться? Меня зовут Анатолий. Анатолий, следует в первую очередь не торопиться, не прекратить данный вопрос, чтобы он тоже в данный момент сильно не нервничал, не проявлял агрессию и постараться
электронного, да? Хорошо, у нас больше нет вопросов, спасибо. Так, в заключение нужно будет подписать протокол ознакомления. Он находится здесь, поставить фамилию, имя, отчество, подпись и дату. Хорошо, ну, понятно. Все подписали? Да. Ну, вопросов больше нет, наши пригодились. Я желаю хорошей работы и, конечно, чтобы таких ситуаций у вас в отеле не возникало при вашей работе. Всем спасибо за внимание. До свидания. Начинайте. Так как безопасность и здоровье наших детей и коллег на первом месте, персонал нашей гостиницы должен быть готов к миру. Сегодня я проведу вас в нашей информационной системе. Конкретно в данной ситуации наша определенная цель. Первое. Администрация и менеджмент, которые в данный момент находятся в своей делегации, и защита командного правительства. И делают Второе. Совершить объявление для выхода в погоду. Третье. Выделение права могут быть Третье. Семьи, начальной организации. Четвертое. После того, как вы объявите вошел, нужно обязательно нажать около аппарата. Таким образом, передает сигнал в ближайшие 10 часов. Пятое. Нужно встретить сотрудников полиции входа в отель. Программа можно мощь действия. Полиция обязательно должна будет опрашивать всех свидетелей, и для этого персоналу администратору нужно раздать всем свидетелям персоналу вот такое вот написание. Здесь описано это как обязательно робот. Первое – это пол человека, то есть мужчина или женщина. Второе – язык, на котором он говорит, если вы слышали, русский, английский и так далее. Или может быть его какой-то новый это тоже видно вот здесь написать. Третье – это род человека. Высокий или низкий. Четвертое – цвет кожи. Цвет кожи если человек его масса, естественно, обязательно написать. Далее идет цвет волос или длина волос. Длина волос всегда ваша боль. Дальше идет
Здравствуйте, Ульяна. У нас есть два вопроса. Расскажи, пожалуйста, мне, что входит в антикризисную группу отеля? Хорошо. Также первый вопрос. Что мы должны предпринять, если грабитель требует деньги, но карта заблокирована? Для этого нужно тихо и спокойно подойти, подождать, чтобы человека, который может открыть карту, но без лишних слов и без резких движений. Хорошо, все, у нас больше нет вопросов. Спасибо. В конце этажа обязательно нужно заполнить протокол прохождения этажа. Здесь вы пишете полностью имя, имя, отчество и подпись ставите. А внизу я пишу дату прохождения этажа, ставлю свою подпись и расшифровку подписи. Хорошо, спасибо. Надеюсь, данный тренинг пошел вам всем на пользу и желаю, чтобы такой ситуации во время вашей работы никогда не случалось. До свидания.
Хорошо. Хорошо, Светлана. У нас есть еще два вопроса. Смотри, первый вопрос. Что входит в экспозицию внутрь отеля? Что мы должны предпринять, если кредите деньги на карту заблокированы? Нет, это все, спасибо. Хорошо.
До свидания. Подойди, пожалуйста, близко, тебя плохо слышно. Что сделать? Пропустить? Ну, есть. Так, захожу. Добрый день, уважаемые сотрудники. Меня зовут Савварин Дашин. Сейчас я принесу краши и это необходимо, потому что Слышно. Продолжай с того места, где я остановился, мы тебя внимательно слушали. Да, у нас есть два вопроса.
А, кто входит в антикризисную группу отеля? Ну, я не знал, хотел, чтобы ты мне сказал это. Ну, вот я не знаю, что входит в антикризисную группу отеля. Я хочу, чтобы ты мне это сказал. Наверное. Так, еще вопрос. Что мы должны принять, если график требования указа заблокировано? Хорошо. Хорошо, спасибо, у нас больше нет вопросов. Все, да?